Все основные строительные работы на объекте уже завершены. Сейчас рабочие заняты косметическим ремонтом внутри здания, штукатурят и белят стены, приводят в порядок палаты для будущих пациентов, собирают и расставляют мебель. Шкаф, стол, стулья, духовые. Сейчас мы там мелочи, недоделки красим, где надо подмазать, там, короче, доканчиваем, добиваем работу. Психоневрологический диспансер на 100 человек в Малгобеке начали возводить еще 2 года назад. Заказчик – региональный Минстрой. Условиям медучреждений подрядчик постарался уделить самое пристальное внимание. Ведь люди с психическими отклонениями – самая незащищенная часть граждан. Вы видите, очень светлые палаты здесь. Палаты у нас трехместные и одноместные. В каждой палате находится свой отдельный санузел, душевая. В коридорах у нас для персонала очень удобные кабинеты, очень удобные для среднего персонала кабинеты находятся. Лаборатории на каждом этаже находится свой пост. На каждом этаже столовые лифты, чтобы поставлять еду через пищеблок. Простор в цокольных помещениях тоже предусмотрен не зря. В одном блоке здесь будут находиться и кабинеты с медицинским оборудованием, а в другом прачечные. Здесь будет окно выдачи, вот видите, рабочий добивает окна, постирочные, с той стороны гладильная, гладят, и там у нас находится лифт, по лифту будут подавать одежду для больных. Несколько цехов для готовки еды, моечные, раздевалки. Пищеблок здесь скорее напоминает небольшое кафе, куда уже успели завести все необходимое. Отдельного внимания заслуживает и морозильный цех с 3 камерами для хранения продуктов. Вот эта автоматика, она создает определенную температуру. Вот для овощей, допустим, 2 градуса, для мяса может быть 3-4. Для, допустим, рыбы совсем другое. И чтобы не было запаха рыбы с мясом, с овощами, все изолировано. Экскурсией по зданию остался доволен и Ираки Гантемиров, помощник главы администрации города, частый гость на стройплощадке. Отмечает, что сейчас в республике функционируют троицкие и пседалские дома-интернаты, но они не соответствуют всем стандартам. Здесь, конечно, все условия созданы. Вы видели, что почти в каждом комнате у них изолированное место, и чтобы принять ванную, душ, туалет. Все такие, конечно, самые большие и самые хорошие условия для этих людей здесь будут созданы. И, конечно, хотелось бы поблагодарить тех людей, которые занимались этим строительством. Они вкладывают свою душу. Я думаю, что этот объект все-таки он заслужит такого пристального внимания по отношению к себе, по отношению к тем людям, которые будут находиться здесь, в этом здании. Завершающим и самым приятным пунктом экскурсии стал двор. Его уже давно украсили стройные березки, посаженные ровно в ряд, резные скамейки и беседки, где можно отдохнуть после процедур, и спортивные площадки. Пациенты также смогут здесь разбить свой сад и огород. Закончить все работы на объекте планируют в ближайшее время. Дана Плиева, Ахмед Гандаров, Новости 24.